Добрый вечер. Вы смотрите программу «Трибуна нового века», «Трибуна депутата». Как всегда, в фокусе событий самые острые проблемы и пути их решения. Мнения, дискуссии, предложения – все это сегодня в большой студии ТНВ при участии наших уважаемых экспертов. Каждый год в Российской Федерации особенный, посвященный решению определенных проблем и задач. 2018 был объявлен годом добровольца и волонтера. 2019 на основании указа Владимира Путина – это год театров. Цель масштабна и благородна – сохранить лучшие традиции и достижения отечественного театра, усовершенствовать организацию театрального дела и привлечь внимание к театральному образованию. Каким же будет объявленный год театра у нас дома, в Татарстане? Ответ на этот и другие актуальные вопросы мы постараемся найти сегодня в программе «Трибуна нового века», «Трибуна депутата». Ну а провести этот эфир мне поможет моя соведущая, заместитель председателя Комитета Государственного совета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Анастасия Георгиевна Исаева. Здравствуйте, Анастасия Георгиевна. Здравствуйте. Также в нашу студию приглашены Ирада Хафизяновна Аюпова, министр культуры Республики Татарстан. Добрый вечер. Добрый вечер. Фарид Равкатович Бекчентаев, главный режиссер Татарского академического театра имени Галиаскара Камала, председатель Союза театральных деятелей Республики Татарстан. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр Яковлевич Славутский, художественный руководитель, директор Казанского академического русского большого драматического театра имени Василия Копчалова, депутат Государственного совета Республики Татарстан. Здравствуйте. Ирик Ильдусович Шарипов, директор Дома дружбы народов Республики Татарстан, депутат Государственного совета Республики Татарстан. Здравствуйте. В нашей дискуссии принимает участие Татьяна Викторовна Леонтьева, исполняющая обязанности проректора по учебной работе Казанского государственного института культуры. Здравствуйте. Эльмира Вадимовна Фатхулина, заместитель председателя Союза театральных деятелей Республики Татарстан, директор Дома актера имени Марселя Салимжанова. Здравствуйте. Тимур Равкатович Кадыров, председатель Молодежной ассамблеи народов Республики Татарстан. Добрый вечер. Ленар Эльфирович Зайнуллин, директор Атнинского государственного драматического театра. Добрый вечер. Алсу Асхатовна Сунгатова, директор Казанского камерного театра «Сдвиг». Добрый вечер. Виктор Алексеевич Степанцов, руководитель молодежного театра на Булаке. Добрый вечер. Анастасия Георгиевна, скажу официальным языком. Правовое регулирование вопросов деятельности театров в Республике Татарстан в пределах полномочий органов государственной власти на данный момент осуществляется в рамках принятого в 2016 году закона о театрах и театральной деятельности. Этот документ можно в своем роде назвать уникальным, поскольку на уровне Российской Федерации такого документа нет. Как вам кажется, Татарстан готов выполнять задачи, которые поставил Владимир Путин в рамках года театров в России? И, может быть, он более подготовлен, чем остальные субъекты Российской Федерации? Спасибо за такой вопрос, Матвей. Я думаю, что Татарстан всегда готов к выполнению указов президента. И действительно, этот закон, который действует в нашей республике, он уникальный. До 2016 года театральная сфера, она регулировалась разными нормативно-правовыми актами, и, естественно, очень остро стал вопрос о том, чтобы был какой-то единый документ, который бы помогал регулировать эту сферу и способствовал ее развитию. И тогда было принято решение о том, чтобы все-таки создать и принять в дальнейшем такой закон. Надо отметить, что над его созданием трудились не только парламентарии, и многие из тех, кто принимал участие, сегодня есть в студии. Он писался достаточно долго, один парламентский год, вызывал много дискуссий, мы действительно продумывали каждую строку. На тот момент, в 2016 году, было всего 3 субъекта, которые имели аналогичные законы. Это Томская, Архангельская область и Республика Башкортостан. Мы в любом случае пошли несколько шире и закрепили такие очень важные базовые позиции в этом законе: права и обязанности театров, меры государственной поддержки,
введение реестра театров в Республике Татарстан, ввели позицию по аттестации профессиональных творческих работников и так далее. И мы всерьез рассчитывали тогда и понимаем, что это было правильно, на то, что данный документ, он будет способствовать развитию. И совсем скоро у нас, нашим комитетом по образованию, культуре, науке и национальным вопросам будет выездное заседание, которое будет целиком и полностью посвящено именно исполнению этого закона в сфере театров. И мы уже будем подводить такие очень хорошие, надеемся, на позитивные итоги. Ну что ж, в Доме культуры села Малая Елга Лаишевского района Татарстана совсем скоро состоится премьера. Местный сельский народный театр представит на суд зрителя спектакль по пьесе Ляби Лерона «Иман. Вера». На сцене исключительно актеры-любители, для которых театральное искусство – это не профессия, а хобби, увлечение, образ жизни. Каждый год артисты художественной самодеятельности готовят новую постановку, и так уже более 30 лет. Ну а подробности расскажу в нашем сюжете. Где родилась, там и пригодилась. Это про Равилю Апу. Так в селе Малая Елга Лаишевского района с любовью называют руководителя местного народного театра. Человека, который вот уже более 30 лет несет в народной массы настоящее театральное искусство. Труппа из актеров-любителей каждый год играет новую постановку. Репетируют ночами в свободное от основной работы время. Одна студентка, зам главного бухгалтера, начальник строительного участка, пошив одежды. Ну, в общем, разные. Поняли, да? Угу. Мне каждый артист, вот как золото, они бесценны для меня. Чем больше театрального опыта, тем больше желания брать в работу серьезные пьесы, чтобы зрителя за душу брало, чтобы после спектакля местный житель мог задуматься над своей жизнью, над современным положением родной татарской деревни, где хранятся национальные традиции, обычаи и культура. Первые годы мы в основном комедийные пьесы ставили. Вот в этом году драма. В памяти останется на всю жизнь. Вот мы сейчас ставим, это долгие годы уже эта традиция длится, начиная с осени, зимой, до весны готовится сезон, каждый год уже более 20 лет. И вот те, которые первопроходцами были, сейчас тоже приходят. Когда театр проходит, они заходят, вспоминают свои театры, которые они ставили. Вспоминают радостные улыбки в глазах. Большой опыт. Ну а после спектакля только восторженные отклики. Посмотреть на местные театральные таланты приходят и родители артистов, и друзья, и близкие. Село Малая Елга как одно целое. К родному режиссеру только с благодарностью. За способность разглядеть актера в обычном сельском жителе. За бескорыстное желание раскрыть его талант. Народ очень любит свою деревню, любит культуру деревни. У них есть свои традиции этой деревни. Целую зиму они выходят на лыжню в субботу. То есть на улице они пекут блины. Вот у них такая вот традиция есть. И что касается театра, также в субботу, воскресенье, когда студенты приезжают, когда люди отдыхают, они целый день до ночи тут репетируют. Равиля Апа называет себя фанатом. Мечтает, чтобы на ее место пришел такой же увлеченный человек, как и она сама. Свои планы и у районного отдела культуры. Полным ходом идет подготовка к зональному этапу фестиваля самодеятельных театров «Идельёрт». Многие выступления в прошлом, но сколько еще впереди. Вот мы сейчас посмотрели сюжет, и, на мой взгляд, вот этот театр в селе Малая Елга – это очень замечательный пример такого бескорыстного служения театральному искусству. Разделяете ли вы мое мнение о том, что именно деревня – это тот очаг, где сохраняется язык, традиция национальная и обычаи? Возможно, профессиональным артистам есть чему поучиться у любителей. Ваше мнение, пожалуйста. Я думаю, что не только
в деревне сохраняются эти традиции, а если там есть театральный коллектив или же коллектив, который занимается театром, то они, в свою очередь, сохраняют деревню. Потому что я знаю много примеров. Например, вот здесь у нас в студии директор Атнинского театра. Я знаю, что этот театр возник именно из народного театра. Из народного театра. И там был совершенно ныне покойный Гмер Марданов. Фанат, действительно, фанат своего дела, который безумно любил театр. Он был друг большой нашего театра. И вот он почти, всю свою жизнь посвятил этому коллективу. И в конце концов этот коллектив стал государственным театром. То, что поучиться, это абсолютно разные, конечно же, состояния людей, потому что там действительно фанаты, там действительно люди приходят после рабочего дня, и, конечно, это несравнимо. Позавидовать, я не знаю, потому что на сегодняшний день фанатизм, к сожалению, из театра уходит. Есть такая тенденция. Есть такая тенденция. Потому что время немножечко поменялось, и оно стало более материальное, более меркантильное. Поэтому, конечно же, глядя на этих людей, я знаю, что вот сейчас в деревне Березская, я говорю только то, что я знаю, в деревне Березская активно начали тоже ставить спектакли в Доме культуры. И единственное, что я с чего начал, могу подтвердить еще раз, что именно это может сохранить деревню. Потому что деревни потихонечку умирают. И татарские деревни могут сохраниться только так. Я помню, Лев Абрамович Додин, я его возил в татарскую деревню Березская, и когда я его привез в деревню, он ходил, и потом в конце меня спросил: слушай, а где деревня? То есть для него это было дико увидеть цветущую татарскую деревню. И вот сейчас, благодаря этим коллективам, которые действительно сейчас возрождаются, они возрождаются, благодаря, наверное, вот этой программе, которая президентской, когда до строительства, возобновления этих домов культуры, и там зарождается жизнь. Потому что без культуры, без театра, без культуры, я так говорю, без культуры, конечно же, деревня будет потихонечку угасать. А если там есть очаг культуры, то, я думаю, там есть какая-то перспектива. Эрик Ильдусович, сохранение традиций и межнационального согласия в Татарстане – это вот будни Дома дружбы народов и национально-культурных автономий. Сегодня мы говорим о годе театра в России. Какое влияние он окажет на деятельность вашего учреждения? Вот я услышал про фанатизм. Вообще Ассамблея народов Татарстана, Дом дружбы, он вообще стоит на фанатах. Если у нас в республике сегодня 230 национально-культурных объединений 38 народов, то это все фанаты. Каждое национально-культурное объединение ищет свои формы работы. И мы именно в последние годы наблюдаем как раз зарождение таких театральных, не коллективов, может быть, но движения. Например, только в прошедшем году Удмуртская автономия поставила целый мюзикл с декорациями, с ролями, с оригинальной музыкой. Чуваши принимали спектакль из своей республики, немцы принимали как другие коллективы из других регионов, так и в Набережных Челнах немецкая молодежь ставит свои спектакли. Ну и у нас есть вообще свое ноу-хау, герои этого явления здесь в студии. Театр «Муви» — это мирное урегулирование вопросов интернационала. То есть спектакли, миниатюры с открытым финалом. Мы разыгрываем острые ситуации на межнациональные темы, а ответ финал дописывают зрители. То есть вот несколько таких направлений. Как часто у вас спектакли проходят? Вот наверняка молодые люди, их много сегодня в зале, заинтересуются и захотят сходить. Я думаю, что вот еще про Ассамблею народов, про Дом дружбы. Как раз мы же не академический театр, у нас вообще границы очень широкие, поэтому, конечно, каждый может прийти со своей идеей. Пришли с идеей «Муви», реализовали. Очень смелые ребята, я сам лично убирал один сюжет из нашей передачи, потому что даже, на мой взгляд, это очень Может, кого-то смело. из актеров мы сейчас представим? Давайте посмотрим на него. Если Тимур нам поможет, да, пожалуйста. Да, добрый день. Здесь вот как раз практически все наши ребята — это актеры-любители этого форума театра «Муви». И
каждая роль под каждого расписана. Это ребята сами прописывают сценарий, каких постановок, какие они запланировали. Ну вот, наверное, можно предоставить слово Серику, который может расскажет что-нибудь. Про актерскую профессию на любительском уровне. Пару слов буквально. Трудно ли вживаться в роль? Мы, когда роли прописываем, мы входим в свою роль, как мы бы поступили в этом положении. И, в принципе, мы играем себя. И это не особо сложно, так как на каждый ответ, так как нам зрители отвечают по-своему, и мы должны им ответить. У нас уже в голове есть, и мы всегда бы так поступали, это наша кредо. Так что Ирада это Хафизяновна, души. в рамках Года театра в России многие тематические мероприятия, естественно, проходят в регионах Российской Федерации. Татарстан, я думаю, не исключение. Каким будет Год театра 2019 год у нас дома в Татарстане? Ну, может быть, подробнее об этом и расскажете? Прежде всего, если позволите, я немножко продолжу тему. Дело все в том, что я сама присутствовала в прошлом году во время открытия Малой Елге. На самом деле это дворец культуры. Но если вы обратили внимание, даже по сюжету у них на здании написано «Театр». Да. И в продолжение вот самодеятельных коллективов, народных театров, самодеятельных коллективов, любительских театров, вы знаете, вот я спрашивала у Равили Ханум, говорю, а вообще вот у вас много людей, которые продолжают свой творческий путь на сцене, на театральной сцене? Она сказала, они так рано понимают, что за любой ролью лежит колоссальный труд, что вот для них это хобби, для них это увлечение, это действительно это фанатизм. Но я, говорит, не помню, чтобы было такого массового явления, как продолжение сценической биографии. Мы живем немножко в мире иллюзий, и профессиональное искусство – это очень тяжелое искусство. И Год театра, который был объявлен президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, он как раз был направлен на то, чтобы привлечь внимание к этой профессии. Еще раз обратиться к вопросам, связанным с ежедневной жизнью театров. Сегодня вообще очень неправильно говорить только о государственных и муниципальных театрах. У нас есть 15 государственных театров, 3 муниципальных театра, плюс у нас еще большое количество негосударственных театров. И вот Виктор Степанцов, который здесь присутствует, ребята «Сдвиг», у нас есть еще «Ключ-театр». То есть у нас есть некоммерческая организация «Живой город», которая тоже фактически реализует большое количество театральных проектов. И мы все были свидетелями, в том числе и иммерсивного спектакля Анна Каренина. На самом деле театр – это актуальное живое искусство. И мероприятия, которые мы предусмотрены в рамках Года театра, они в первую очередь направлены на создание дополнительных возможностей для наших театров реализовывать какие-то давние, возможно, проекты, давние свои замыслы. Поэтому, конечно, большая часть, у нас вот вышло постановление Кабинета министров об утверждении плана мероприятий Года театров, большая часть все-таки из них, она направлена именно на поддержку творческой деятельности театров. Это и гастрольная деятельность, это и участие в тех или иных фестивалях. На что я хотела бы обратить внимание? Ну, во-первых, безусловно, самая важная сегодня задача любого театра – это иметь своего зрителя, воспитать своего зрителя. Именно поэтому вы знаете, что 13 декабря открывался, в единый день по всей стране открывался Год театра. И у нас в Татарстане Год театра открылся 13 декабря в нашем Атнинском театре, по которому ходят, ну, что ж, на понимание, Атнинский театр – это профессиональный государственный театр, который вот расположен в самом маленьком населенном пункте Российской Федерации. То есть, если вы посмотрите, где вообще у нас есть театры, меньше населенного пункта, чем Атня, вы не найдете. И мы открывали Год театра с участием Рустама Нургалевича, с участием всех вот здесь присутствующих, то есть на сцене Атнинского театра, который, с одной стороны, отметил в прошлом году столетие, с другой стороны, у него менее 10 лет их история в статусе государственного. Так вот, в этот же день параллельно у нас практически все наши театры презентовали себя в школах, в образовательных учреждениях. Я считаю, что вот те образовательные проекты, это здорово, что сегодня столько молодежи,
те образовательные проекты, которые предусмотрены в рамках Года театра, они для нас очень важны. Потому что театр начинается даже не с вешалки, театр начинается со зрителя. Если будет зритель, который может понимать замысел режиссера, может понимать театральную школу, может понимать профессиональный язык театрального искусства, то у нас есть будущее. Это очень хорошо, что мы сегодня затрагиваем как положительные аспекты, так и проблемы. Поэтому у меня вопрос к вам, Александр Яковлевич. Насколько мне известно, перед вашим творческим коллективом весьма остро стоит вопрос о соблюдении закона о рекламе в части оформления театральных афиш. Расскажите, пожалуйста, об этом. Перед нами не стоит остро этот вопрос. Он стоит, этот вопрос, вообще в республике, который надо решать. Но, слава богу, мэрия в состоянии понимать нас. Просто есть противоречия в законодательстве о рекламе города и российское законодательство. Но я думаю, что эти противоречия, в конце концов, будут как-то налажены, потому что мы находим общий язык в конечном итоге. И перед нами эта проблема как бы сильно не стоит. Мы находим варианты, как это жить, как делать. Ну, борются разные проблемы, и возникают конфликты, но у нас нет. Проблема же в том, что государственный театр настоящий, мы не в состоянии экономически оплачивать рекламу, ту, которую сейчас, ну, вот эти рекламные все фирмы, которые держат, они такие цены ставят, которые театры по существу не в состоянии финансировать. Вот и все. Эту проблему мы уже, сколько я знаю, мы уже 20 лет пытаемся решить. Думаю, что в конце концов решится. Ну, 25-й. Да, конечно. Надеюсь, Но самое главное, я думаю, что не в этом. Ира Ткведяновна правильно сказала. Значит, самое главное, что у нас в Татарстане зрители ходят в театр, понимаете? Вот для меня это самое главное, что у меня 95% заполняемость зрительного зала, что каждый спектакль полный, проданный, люди приходят, любят наш театр, что мы проводим в состоянии у нас в Татарстане провести фестиваль. Один фестиваль провели, министерство сейчас поддерживает, мы еще один фестиваль проводим. Сейчас мы год театра, начало, мы отметили открытием уникального музея в театре. Государство вложило в него деньги. Мы сохраняем традиции нашего Качаловского, скажем, театра и вообще театра нашего Татарстана. Сейчас мы проведем фестиваль, который посвящен году театра. Вот с министром Ира Ткведяновной этот вопрос решили. Приедут сейчас театры из Германии, наши партнеры вот приедут из Ганновера. Потом приедет театр «Балдом», привезет спектакль Люка Персиваля, известного режиссера. Потом приедет студия Женовача. Это великолепный, выдающийся режиссер. Потом закроет этот фестиваль Пекинский театр, где мы были на гастролях. То есть мой помощник назвал этот фестиваль Европа, Россия, Азия. Понимаете, Татарстан особый регион. И думаю, что реклама – это только часть проблемы, которая решаемая. В нашем регионе есть уникальная особенность у власти. Они понимают, что вкладывать в деньги в искусство, в театр – это вкладывать деньги в генофонд народа. Поэтому был разговор о любительских театрах. Любительский театр – это ведь прекрасная вещь. Важно, чтобы когда мы становимся профессионалами, мы не оставались любителями. Любителями в душе, увлеченными. Что в любительстве ценное? То, что мы хотим, мы увлечены. Ну, дальше возникает проблема профессии. Вот если при профессии сохранить вот этот вот азарт, желание, тогда все будет идеально. Ну, а мы живем прекрасно. Конфуций как сказал? Найди себе хорошую работу, а потом можешь всю жизнь бездельничать. Я вот бездельничаю всю жизнь, потому что занимаюсь любимым делом. И я счастлив. Давайте вас поддержим аплодисментами. Татьяна Викторовна, далее предлагаю поговорить о проблемах театрального образования. Как в целом в Татарстане вы оцениваете уровень молодых специалистов? Я хочу начать с того, что проблема любительского театра, она вставала еще 50 лет назад. И 50 лет назад в нашем вузе открылось направление подготовки народная художественная культура, руководитель любительского театра. И долгие годы существовала именно эта профессия. И только в 1991 году было уже открыто профессиональное образование. Это артист драматического театра.
И здесь надо говорить о том, что образование всегда идет параллельно. Есть руководители любительских театров и есть профессиональные актеры, которые тоже необходимы для того, чтобы развивалась эта профессия. Проблема существует, если говорить о национальном театре, такая, что у нас идет снижение поступающих за счет чего? Во-первых, это, давайте говорить так, ЕГЭ, литература, многие студенты у нас не могут поступить только из-за того, что абитуриенты не могут поступить, потому что не могут сдать ЕГЭ по литературе. И вторая проблема, когда мы набираем группы, и мне, наверное, помогут в этом сказать, да, что сдача экзамена на татарском языке сейчас тоже проблематично, что абитуриенты не поступают у нас многие, потому что не владеют в достаточной мере татарским языком. И это тоже проблема. А об уровне подготовки наших профессионалов говорят наши выпускники, которые, можно сказать о том, что 50% выпускников наших институтов работают в театрах Татарстана. Я хочу просто добавить, что проблема, да, с языком это проблема, но надо понять, что носители языка, например, татарского языка, они преимущественно приезжают из сел, из деревень. И, возможно, скорее всего, именно те приезжают, которые участвовали вот в этих вот народных театрах, коллективах. Плата на сегодняшний день, ну, невозможно, не может человек из села, родители его, оплатить его обучение. Я не буду называть сумму, она приличная. Она приличная. И более того, из центра сейчас идет такое поветрие, что хотят, ну, уже сократили бюджетные места. Сократили бюджетные места. И отдавать их обратно не собираются. Я скажу больше, у нас второй год подряд не выделяются бюджетные места на актерское искусство. Вот. То есть 100% нам запретили даже набирать коммерческие группы. Сейчас идет тенденция, что все это передают в Москву. И проблема существует именно такая, что те студенты, которые даже приезжая в Казань из малых городов, они не возвращаются, к сожалению, к себе на родину. Если сейчас пойдет тенденция, что все актерское искусство у нас уйдет в Москву, давайте скажем честно, назад студенты возвращаться после московских, питерских театров, они просто к нам не вернутся. В общем, проблема это очень серьезная, особенно касается она национальных театров. Учить артистов за деньги – это неправильно, поскольку это талант, он дается не всем, если он есть, и еще за это, ну, это неправильно. Человека надо поддержать в такой ситуации, и тем более у нас в Национальном театре, как в Татарстане, где еще их учить, если не здесь? Они берут деньги, у нас как-то хорошо сказал один, с них берут деньги, мы им платить еще должны за то, что они идут. Ну, Очень интересно у нас разворачивается дискуссия, и вот сейчас у меня в голове возник такой очень популярный термин – это человеческий капитал. Мы постепенно переходим к обсуждению этой темы, и я бы хотела задать вопрос Рафкатовичу вам и Александру Яковлевичу вам. Вот человеческий капитал, да, вот это понимание, понятие вот это, именно в театральной сфере, он какой? Какие его особенности, какие проблемы, наверняка есть достижения. Вот он какой? У меня мама говорила, ты можешь быть хоть кем, но была такая детская книжка, она мне всегда говорила, Баранкин, будь человеком, Баранкин, будь человеком. Поэтому актер, наверное, все-таки прежде всего, помимо всех профессиональных его достоинств, техники, освоения, наверное, то есть сцена это такое место, где, ну, это как увеличительное стекло. И если человек выходит на сцену, то я сразу, актер, то я сразу вижу, какой он человек. Вообще, я считаю, актерская профессия одна из самых сложных. Одна из самых сложных. Если только перечислить, что должен уметь драматический актер, я не знаю, это пальцев на руке точно у меня не хватит. Александр Яковлевич. Это нравственность, это совесть. Это во имя чего человек живет. Вот мы сейчас репетируем спектакль «Дракон», и каждый день мы разговариваем о том, что есть смысл жизни. Есть Ланселот и есть дракон. И вот он разговаривает, дракон догадываешь, ты думаешь, что это люди, это мразь, он говорит, это мерзость. А он говорит ему, они все равно люди.
Они все равно люди, потому что он без этой борьбы за справедливость не может. Потому что я вот, например, смотрю дома, включаю телевизор, меня спрашивают, что ты смотришь? Я говорю, я жду, когда хорошие победят плохих, понимаете? Вот любой фильм. Мне важно, чтобы добро побеждало зло. Если я не верю в то, что есть смысл жизни, тогда незачем ставить спектакль, незачем выходить на сцену. Я думаю, что человеческий капитал – это когда художник делает спектакль для того, чтобы человек был счастлив в зрительном зале. Чтобы он пришел, либо смеялся, либо плакал. Он должен испытать радость и от слез, и от не слез, так сказать. Он должен... Ведь ну зачем сегодня бы человеку переться в театр? Вот смотрите, дома телевизор, компьютер, все есть. Но ведь он же приходит. Я смотрю, 505 человек у меня в зале сидят. Ну что они пришли? Дома бы смотрели. Ну сидели бы дома. Они же приходят, сидят рядом. Зачем? А потому что жизнь, она такая короткая у человека. И самое это, мы знаем, чем она кончается. Поэтому человеку важно понять, что он не бессмысленен на земле. Ему важно понять, что он такой же, как рядом сидящий, что смысл в его бытия есть. В том, чтобы родился ребенок, чтобы продлилась жизнь человека. И искусство должно дать человеку надежду. Как в свое время, ну, не было там при коммунистах, когда у нас было, говорили, что заменит религию после революции. Говорили театр, потому что театр – это живой вид искусства. Здесь, сейчас, сию секунду происходящий. Поэтому я-то думаю, что самое счастливое место – это театр. Хотя оно и самое, Фарис, трудное, но это все равно счастливее нашей. Ну, не надежду, а иллюзию. Иллюзию. Наши гости... Надежду, Александр я верю. Иллюзию. Я извиняюсь, я вас прерву, но у нас сейчас очень хорошо так встает вопрос о контенте. Мы говорим о нравственности, о духовности того, что мы видим с театральных подмостков. И, безусловно, этот вопрос очень такой неоднозначный. То есть вот театральный контент, то, что играют актеры. У нас в татарстанских театрах есть очень хорошие классические постановки, зрители на них идут и очень положительно реагируют, но в то же время встает вопрос о современных постановках, которые очень неоднозначны. Вот мы не можем, я думаю, что выбрать кого-то одного из гостей. Может быть, мы всех спросим. Такой своеобразный блиц, да, опрос. Вот каким должен быть театр современный и что он должен нести? Разным он должен быть. Фарид Равкатович, он сорвал. Разный. Разные, и мы говорили как раз на нашей коллегии итоговой о том, что все-таки в культуре, в искусстве всегда важен баланс, всегда важен компромисс между традиционным, между консервативным развитием и творческим поиском и экспериментом. Это однозначно. То есть мы не можем, многие сегодня журналисты, кстати, выступают, что вот надо вернуть, чтобы все было как раньше. Молодежь сегодня другая. Дети сегодня другие. Если мы не будем меняться, мы не будем востребованы этим новым поколением. Поэтому в любом и у Александра Яковлевича в театре, у него присутствуют экспериментальные постановки, которые его молодая поросль реализует. Фарид Равкач – это вообще у нас центр экспериментального театрального творчества, и сам он идеологом является в какой-то степени. Но сегодня говорить о том, что вот государство или кто-то должен контролировать контент и запрещать творчество, мне кажется, это неправильно. То есть мы не должны вести речь о цензуре? Абсолютно. Ни в коем случае. Александр Яковлевич. Ну, я думаю, что театр должен быть... Во-первых, современного театра не бывает. Если я сегодня ставлю спектакль, значит, он сегодня современен. Другой вопрос, он должен быть талантливый, бывает, или не талантливый. А если он талантливый, значит, он креативный. Вот и все. Это очень просто все. Потому что поставлю-ка я сейчас что-то современное. Ну, так нельзя ставить задачу. Я ставлю спектакль сегодня, я его ставлю с позиции сегодняшнего дня. Я же вам начал рассказывать про дракона. Меня сегодня это волнует. Зачем жить, во имя чего жить? А уже форма к нему находится такая, как я его в меру моего таланта, моего умения. Поэтому театр должен быть всевозможный, может быть, любой. Лишь бы он, так сказать, все прогрессы реакционные, если рушится человек. Если это идет во вред человеку, если это навязывает человеку ценности не наши, не наши, не православные, не мусульманские, если мы не смотрим за совестью, за нравственностью, на какой черт такой театр нужен? С моей точки зрения. Да, он должен давать ориентиры.
И площадки должны быть доступны. Вот я сейчас вспоминал, даже у меня в биографии была своя площадка, где я сыграл в школьном театре сельском, там, мальчика с красным флагом, знаменосец. Мне там ролей не давали со словами, да. И у меня сын 10-летний сейчас занимается в театральной студии «Ярошок». Ему тоже дали роль медведя в спектакле «Колобок». Я ему говорю, у тебя главная роль? Кто в лесу главный? Медведь. То есть у тебя главная роль. Он спрашивает, там, я тебя съем, но тот говорит, ну, в общем, сложная роль. Я к тому, что, каждый должен где-то сыграть, попробовать себя, а потом для себя решить, я иду сюда или нет, не только в качестве зрителя. Поэтому доступность, массовость, это, наверное, тоже нужно для современного театра. Итак, сегодня нашу программу мы посвящаем теме Года театра в Российской Федерации и в Татарстане в том числе. Продолжим после короткой рекламы, поговорим о зарплате театральных работников. Не переключайтесь. И вновь я приветствую всех зрителей ТНВ. Вы смотрите программу «Трибуна нового века», «Трибуна депутата». Продолжаем разговор. Ирада Хафизяновна, больная тема – это заработная плата творческих работников. И я здесь имею в виду не только артистов и актеров, но и людей, которые выполняют, может быть, технические функции, но тем не менее обеспечивают деятельность театральных коллективов. А что им ждать в 2019 году? Будут ли какие-то благие новости? На самом деле зарплата состоит всегда в любом театрально-зрелищном учреждении из двух составных частей. Из бюджетной части и внебюджетной части. И если бюджетная часть, она в большей степени унифицирована, то есть есть единая методология расчета заработной платы артистам, то то, что касается поощрения за счет небюджетных средств, оно идет как раз на откуп руководству театра. И есть, вот вы говорите о тех, кто не выходит на сцену. Вот говоря даже о человеческом капитале, в реальности сегодня не только талантливые актеры представляют дефицит, но и пастижеры, гримеры. Это дефицитная профессия. Это действительно люди и директора театрально-зрелищных учреждений. Да, хорошие менеджеры в сфере театрального дела – это тоже большой дефицит. Если мы говорим о цифрах, то средняя заработная плата у нас сегодня в театрально-зрелищных учреждениях порядка 45 тысяч рублей составляет. Из них 25 тысяч рублей, если говорим опять-таки о средней среди обслуживающего персонала, но здесь нужно понимать, здесь и технический персонал весь сидит, да, это дворники, там, уборщики помещений и так далее. Это тут 25 тысяч рублей. У артистического персонала зарплата свыше 50 тысяч рублей. Но я еще раз повторяю, вот это средняя температура по больнице. Есть, безусловно, востребованные и талантливые актеры, режиссеры, гримеры, пастижеры, даже монтажники сцены, которые получают зарплату больше гораздо, чем вот эти вот заданные рамки. Потому что самое ценное – это специалист. И неважно, какого он профиля. И театральное искусство – это работа команды. Там не бывает такого, если не будет вот этой вот схватки, сцепки между режиссером, между труппой, между всем обслуживанием. Вы не придете никогда в театр, в котором будет грубый персонал. Вам это будет неприятно, это отталкивает. Поэтому в этой сфере не бывает мелочей. Человек приходит прикоснуться к прекрасному, к высокому. Естественно, что требования высокие ко всему персоналу, который занят в театральном процессе. Ну и поговорим о проблемах, которые в районах, в театральном деле на местах присутствуют. Ленар Ильфирович, вы возглавляете Атнинский театр, вам бы не знать о проблемах, которые возникают в районе перед таким учреждением, которое вы возглавляете. Что касается проблем театра, это, я хочу озвучить самое главное, это дефицит профессиональных кадров и специалистов. А дефицит из-за чего возникает? Из-за той же самой заработной платы? Это, наверное, нет. Скорее всего, во-первых, это объясняется тем, по-моему, это, конечно, то, что наш Атнинский театр находится в селе, и выпускники театральных учреждений, они особо не стремятся в провинцию, хотя у нас решена жилищная проблема, вот, благодаря распоряжению президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова в 2012 году
был построен двухэтажный дом, который состоит из 14 квартир. И у нас в данный момент все актеры проживают там. Социальная составляющая. Да. Можно я все-таки добавлю? Для Атнинского театра, я думаю, что как для любого театра, который находится в небольших городах, очень важная проблема – это обновляемость репертуара и концепция развития вообще вот этих маленьких театров, она должна отличаться от концепции развития столичных театров, потому что количество зрителей, оно не такое большое, и им нужно больше гастролировать, больше объезжать, там, обслуживать соседние какие-то территории. Но и самое главное, продвигать этот театр уже не только как сцену, ну, площадку, куда приходят посмотреть спектакль, а как некий клуб, я не знаю, общения, да, такого, да, то есть это должно быть престижно ходить в театр, это должен быть стиль жизни, вот тогда вот... Актеры молодые, может быть, и поедут не за зарплату, а из-за фанатизма. Ну, например, самая острая проблема жилья. И не только в театральной среде. Да, город, видимо, не может обеспечить жильем. Ладно, в Атнинском театре вот решили двухэтажный дом на 14 квартир построили. А вот в других, я знаю, городах Закамья, там нету таких возможностей. Даже в Альметьевске, крупном таком городе, город не хочет на себя брать эту проблему. Ну, действительно, каждое муниципальное образование, оно по-своему решает эту проблему, а может быть ее и не решает. Но я бы хотела все-таки обратиться к театрам, которые располагаются в малых населенных пунктах. У нас в студии есть Эльмира Вадимовна, она является координатором направления театры малых городов в рамках проекта «Единая Россия. Культура малой Родины». Вот уже 2 года существует этот проект, вы являетесь координатором все 2 года. Скажите, пожалуйста, вот был ли какой-то положительный отклик, толчок, какие-то проблемы возникли или какие-то решились? Нет, данный проект, который существует уже 3-й год, открыл новые возможности для театров. Они смогли реализовать свои давние мечты. Они приглашают к себе профессиональных столичных режиссеров, художников, замахиваются на такие произведения, на которые раньше бы не смогли по ряду причин. Они становятся лауреатами премий, участниками фестивалей не только республики, но также и России, зарубежья. Конечно, для них это невероятная возможность. Мы можем уже оценить результаты. Репертуара, афиша представлена в равных долях и русской, и зарубежной классикой, конечно же, национальной драматургией. Они также прибегают и к новым постановкам, к современным пьесам. Работают, создают новые направления, форматы в театрах. Вот очень положительный результат. Спасибо. Тимур Равкатович, совсем скоро стартует прием заявок на ежегодный фестиваль «Культурная мозаика Татарстана». О нем подробнее расскажите, пожалуйста. Ну и в числе волнующих меня вопросов, а смогут ли актеры-любители, может быть, из любительских театров также принимать участие в нем? Вот они, кстати, находятся у нас в студии. Да, спасибо за этот вопрос. У нас ежегодно проводится фестиваль «Культурная мозаика Татарстана». И вот уже на протяжении, в прошлом году мы его провели в Мамадышском районе. То есть задача этого фестиваля и задача, которая стоит перед нами, выносить республиканские мероприятия республиканского уровня в муниципальные районы. И вот в прошлом году был достаточно хороший пример, когда мы в Мамадышский район вывезли участников фестиваля, 150 человек со всей республики. Мы собрали творческие коллективы, активных ребят. Но в прошлом году у нас не было направления, театрального направления. В этом году мы его планируем провести с 4 по 7 мая в Болгарах, как раз на территории Болгарского музея-заповедника. И туда мы собираем также молодежь разных национальностей и по разному направлению творчества. И как раз в этом году мы с ребятами тоже обсуждали, потому что форум «Театр Муви» становится популярным среди молодежи. И мы также планируем
нам сделать, открытие театральное направление, потому что мы видим, как активно сейчас развиваются различные молодежные театры, молодежные направления. Вот есть и театр «Сдвиг» активно пользуется популярностью. И все больше и больше молодежи мы видим, что к этому направлению проявляет интерес. И, соответственно, наша задача, как общественная организация, обеспечить условия для того, чтобы они могли себя реализовать. И, возможно, по итогам этого фестиваля у нас будет еще новый театр, новые направления. И откроются новые звезды. Да, благодаря чему и проявятся новые звезды, и будут представлять уже Татарстан по всему миру. Спасибо вам. Ну а новые звезды у нас зажигаются в том числе и на сценах негосударственных театров. Мы еще не затрагивали этот аспект. И у нас в студии Виктор Алексеевич. У меня к вам такой, может быть, несколько провокационный вопрос. Скажите, пожалуйста, вот негосударственные театры, их можно рассматривать как бизнес-проект? И, может быть, вы скажете, какие постановки, например, являются более доходными или менее? Ну, во-первых, я хотел бы начать вот с чего, что недавно прочитал статью, что Казань вошла в 5 театральных городов России. И когда объявлял перед зрителями эту новость, зрительница меня поправила. В 5 театральных городов, я говорю, а Казань на 4-м месте после Москвы, Санкт-Петербурга и, по-моему, Екатеринбурга. Зрительница поправила. Казань на 3-м месте. Я говорю, может быть, татар могут. Да? Но, возможно, она перепутала с 3-й столицей. А по поводу успешной, коммерчески неуспешной, вы знаете, сейчас очень популярное направление социальный бизнес. Социально направленный бизнес. Театру исполнилось 9 лет. Я думаю, мы арендуем более 2000 квадратов, да, и не постесняюсь этого. Мы платим 530 тысяч в месяц, только аренду. Я не буду говорить обо всем, что налоги остальное. Тоже платите? А? Налоги тоже платите? Конечно, конечно. И зарплату, и по поводу зарплат актеров, когда актер имеет возможность взять квартиру в ипотеку, а это очень дорого стоит, значит, у него есть стабильность, он понимает, что он может платить эту ипотеку. Ну, а когда уж покупает машины, это вдвойне приятно. По поводу спектаклей, мне очень приятно, я всегда читаю комментарии, отзывы нашей зрительницы. Мне очень приятно, когда зрители отвечают: спасибо вам за то, что вы снимаете напряжение. Это ответ, какой должен быть театр. Театр должен воспитывать, согласен. У нас мат запрещен, ниже ватерлинии мы ничего не показываем. Но самое главное, мы снимаем напряжение. А по поводу спектаклей, как выразился один мужчина, стоя в кассе, вы знаете, я смотрел спектакль, сначала смеялся до коликов, потом сдерживал, а в конце уже спектакля рыдал в голос без всякого стеснения. А сейчас покупаю билеты на комедию, на первый ряд. Алсу Асхатовна, про репертуар вашего театра расскажите, как вы подбираете его, руководствуясь собственным вкусом или все-таки ориентируясь на мнение зрителя? Добрый вечер. Я хочу начать свою речь с того, что, наверное, мы самый молодой театр официально. Нам всего 2 года после того момента, как мы зарегистрировались. Но история нашего театра уходит глубоко в студенческое прошлое всех наших участников. И нам сегодня не приходится говорить ни о зарплатах, ни о покупках квартиры. Потому что актеры нашего театра волонтеры, они не получают зарплату. Возможно, кто-то подумает, что мы лукавим, но это так. Много говорить не буду. Хочу сказать только: приходите к нам, и вы все увидите сами. А по поводу того, как мы выбираем наш репертуар, с вашего позволения, Александр Фельдман, художественный руководитель и режиссер нашего театра, скажет. По поводу репертуара и бизнеса, что ли. На мой взгляд, мы живем немножко вообще в другой парадигме. И мне кажется, как только в любительское творчество
приходят деньги, это любительское творчество заканчивается глобально. Не к тому, что они нам не нужны, но мне кажется, мы очень счастливы, что у нас пока их нет. У нас есть время развиться и превратиться во что-то более понятное и серьезное. Как мы выбираем репертуар? То, на что ложится сердце, то, что позволяет, абсолютно согласен, позволяет зрителю прийти, выдохнуть, отдохнуть, что-то почувствовать, где-то поплакать, где-то посмеяться. Но и насчет ватерлинии абсолютно поддерживаю, согласен. Само по себе искусство, оно должно созидать в первую очередь, не дай бог не разрушать. И это наша главная, наверное, цель, миссия — рассказывать простые, обычные истории, по возможности необычным языком. Вот как-то так. Я предлагаю сделать самое простое, что мы сейчас можем сделать, поддержать вас аплодисментами и пожелать удачи. Только-только начали разговор, а вот уже пора его заканчивать. К сожалению, время нашей программы истекло, буквально минутка остается в запасе. Анастасия Георгиевна, возможно, по итогам нашей дискуссии мы придем к выводу, что татарстанский опыт необходимо распространять на всю Российскую Федерацию, как вам кажется, и вам, как представителю Государственного Совета, подводить итоги нашей сегодняшней программы. Спасибо, Матвей, спасибо, уважаемые гости, за столь интересную дискуссию. Действительно, мы только начали, и уже нужно заканчивать. Я думаю, что опыт Татарстана, он действительно успешен. Нам есть к чему стремиться, есть что делать, но мы можем очень порадоваться нашим успехам. И действительно, в других субъектах на федеральном уровне очень интересуются нашим опытом, интересуются нашей законодательной базой и стараются взять из нее то лучшее, что у нас есть. Я не считаю, что плохо то, что у нас есть проблемы. Если есть проблемный момент, это значит, что система развивается, и в конце концов она живет. И самое главное, вот я хотела бы вспомнить здесь фразу Островского, который говорил, что зритель приходит смотреть не просто пьесу, он приходит смотреть на хорошую игру хорошей пьесы. И я считаю, что в Татарстане мы к этому пришли. Это наш главный успех. У нас залы никогда не пустуют, потому что у нас есть такое большое количество людей, которые всем сердцем, всей душой горят за успех нашего общего дела. Будем стараться дальше. Ну что ж, это была программа «Трибуна нового века», «Трибуна депутата». До встречи на ТНВ. До свидания.